Глава республики поручил правительству региона проанализировать меры поддержки молодежи в Коми и внести предложения по их корректировке в самое короткое время. Молодежная политика сегодня в приоритете. Это фундамент нашего будущего. Молодежь Коми – это четверть от всех жителей республики. Как уже поддерживаем и привлекаем новое поколение, и что только в плане, обсудили на Большом координационном совете при главе республики. На чем сконцентрированы силы, знает Ольга Коняева. Молодежь остается там, где интересно и перспективы. Именно такой стремится стать республика для каждого ее жителя в возрасте от 14 до 35 лет. Это более 180 тысяч человек. Важно создать условия для их самореализации. В Коми объявлен год молодежи и создан отдельный комитет. Сегодня основная наша задача – это заложить прочный фундамент для будущего нашей республики. И, безусловно, это молодые люди, наша молодежь, которая должна, во-первых, остаться в республике, получить достойное образование, соответственно, написать новую страницу в истории республики. Том Войтеров «Юг» да молодежь «Живи ярко». С таким слоганом креативные и активные уже начали воплощать свежие идеи в жизнь. Помогает в этом федеральная субсидия более 135 миллионов рублей. Профинансирует и ремонт молодежного пространства, и яркие события. Например, фестиваль фолк, рок и кавер-музыки в Сосногорске, историческую реконструкцию в Уссурийском районе, фестиваль работающей молодежи «Печорские игрища». В плане года молодежи более 100 мероприятий. Они запланированы как органами власти, так и общественными организациями, муниципалитетами по различным направлениям. С помощью года молодежи мы акцентируем внимание на новых вопросах. Например, у нас есть традиционный Усинский форум «Энергия молодых». Форум направлен на поддержку молодых специалистов предприятий. В этом году, как лучшая практика, мы масштабируем его до регионального форума, и 70 лидеров молодежных объединений на крупнейших организациях нашей республики Коми соберутся вместе и поделятся практиками. Традиционные события обновятся. Так, в конкурсе «Лучший призывник Коми» в этом году поучаствуют не 20, а уже 50 новобранцев. Республиканский форум молодых семей выйдет из онлайн-формата. Впервые пройдет форум молодых госслужащих. В плане развития добровольчества и движения студотрядовцев разработана республиканская программа поддержки. Лучшим бойцам будет назначена премия. Вопрос финансирования рассмотрят на апрельской сессии. Комитетом предлагается по итогам республиканского конкурса победителей профессионального мастерства по направлениям деятельности российских студенческих отрядов присуждать премии правительства Республики Коми по 5 номинациям: лучший боец педагогических отрядов, лучший боец сырыстных отрядов, лучший боец отрядов проводников, лучший боец строительных отрядов и за верность российским студенческим отрядам. Летний трудовой семестр прошли 500 бойцов. Активнее привлекать студентов на строительство соцобъектов призвал глава Коми. Новичкам уже легче устроиться. При поддержке службы занятости 8500 школьников трудились во время летних каникул. Нашли работу около 6000 молодых людей, в том числе и без опыта работы, благодаря государственной поддержке. Ориентир такой основной – это молодежь до 30 лет. И в прошлом году почти 1000 человек были трудоустроены в рамках такой меры поддержки. Работодатели очень активно ее используют. В чем она заключается? За первый, третий, шестой месяц при трудоустройстве молодого человека работодатель получает субсидию в размере минимального размера оплаты труда. Второе, что могу отметить, это возможность бесплатно получить профессиональное обучение – это либо повышение квалификации, либо переподготовка по самым различным направлениям. Поддержка молодежи начинается со школьной скамьи. Раскрыть таланты в кружках и секциях, профориентация, профессиональное обучение. Молодежные направления поддерживает культура, постановки, продвигающие национальные ценности и русскую классику, посетить которые можно по Пушкинской карте. В Коми почти 40 тысяч пользователей, подключены 79 учреждений республики. Современная начинка тоже важна не только для посетителей и учащихся, но и сотрудников. В 2022 году в отрасль пришли 90 молодых, талантливых специалистов. В этом году у нас будет создано 6 модельных библиотек. Также в рамках национального проекта мы продолжаем сегодня строительство нашего социокультурного центра в Пашге. Сегодня также у нас будет 6 музеев оснащены новым оборудованием. Ну и, конечно же, новые постановки, гастроли, новые яркие проекты. По
поручению Владимира Уйба в Коми решается квартирный вопрос. Молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получают безвозмездные социальные выплаты на покупку или строительство своих квадратных метров. Разрабатывается программа льготной ипотеки под 1% годовых. Мы предлагаем, чтобы это были молодые семьи в возрасте до 27 лет, имеющие средний месячный доход не более 60 тысяч рублей и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. И о том, чтобы квартира в многоквартирном доме была не ранее 1990 года постройки. Сумма бюджетных инвестиций на реализацию программы пока рассчитывается хотя из 60 миллионов рублей, это 20 займов по 3 миллиона рублей. Молодежная политика – это развитие всех сфер жизни в регионе, подчеркнул глава Коми. Нужны новые подходы, адресная, комплексная работа с ориентацией на разные аудитории – школьников, студентов, работающих, молодые семьи. Ольга Коняева, Роман Боровиков, телеканал Юрган.